здесь оно изливается. Господи, мы провозглашаем, что Ты глава церкви. Это Твоя церковь. Ты двигайся как хочешь. Действуй как хочешь. Используй нас, как Ты хочешь, Господи. Дай нам послужить друг другу. Ты послужи нам, Господи, через наших братьев и сестер. Господи, все, что сегодня делается, пусть делается во славу Твою. Дай нам принести Тебе славу, Господи. Аллилуйя. Ибо Ты достоин всей славы. Ты достоин всей хвалы. Ибо Ты Всевышний. Ты Творец всего. Ты Бог богов, Царь царей. Аллилуйя. Давайте мы Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Это вся хвала, она Тебе, Господи. Аллилуйя. Сжигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай.
сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Скажи ему эти слова. Все, что мне надо,
нам надо. Все, что мне надо, Господи. Знать Тебя и быть в Твоем присутствии. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы Богу дадим большие аплодисменты. Господи, Ты достоин. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Ты великий Бог. Ты великий Бог. Ты достоин. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господи. Вся слава Тебе. Аллилуйя. 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 Можно детей позвать сюда. И вы пока можете присесть на короткое время. Вы знаете, что у нас добрая традиция. Мы благословляем детей каждое воскресное собрание. И сегодняшний день это не исключение. Вы знаете, что у нас есть гость, тоже многодетный отец, пастор Рафаэль. Мы попросим его, чтобы он сегодня благословил детей. Тех, кто у нас есть здесь, это все, что ли? Или где все? Идут? Помолимся за тех, кто присутствует в зале, а также за всех тех, кто по каким-то причинам отсутствует, находится дома или еще где-то. Аминь. Вы помните, что самое большое благословение, кто может дать ребенку, это родители. Поэтому благословляйте словами, то есть говорите хорошее, провозглашайте в жизнь ваших детей. На протяжении недели. Говорите, какие они умные, хвалите их. Поверьте, не все так плохо. Аминь. Даже когда они не слушаются. Дети — это благословение. Аминь. Аминь. Это твое благословение в старости. Аминь. Можно сюда вот так вытянуться, чтобы вам там не... Это все, да? Как у нас мало сегодня детей. Но ничего, мы помолимся за всех, кого нет. И пастора Фрейд, можно попросить тебя? Давайте протянем наши руки. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за наших детей, Господь, что они в Церкви Божией. И сегодня мы провозглашаем Твое благословение в их судьбу, в их жизнь. Отец, мы молимся, чтобы наши дети были благословлены, Боже. Мы молимся, чтобы Твоя благодать обильно излилась в их судьбы, Боже. Благослови, Боже, наших детей, чтобы они имели образование. Они выросли и стали влиятельными, Боже. Благослови, Боже, чтобы через них распространялось Царство Твое. Воля Твоя совершалась, Боже, на этой земле через наших детей. Чтобы они горели огнем Твоего Духа. Чтобы они, Боже, мы молимся, совершили больше, чем мы, Боже. Благослови, Отец. Боже, мы высвобождаем Твоим именем, Боже, Твой покров, Твою защиту. Сохрани наших детей от негодных и беспорядочных людей, от лукавых людей. Боже, храни наших детей от всякого зла, от болезней, Боже, от всякого проклятия. Боже, пусть они растут в Твоем благословении. Пусть, Боже, они, Боже, поднимаются, укрепляются. Боже, в Твоей благодати. Боже, пусть всякий дух премудрости и откровения будет действовать в наших детях, Боже. Мы молимся, чтобы наши дети действовали в дарах Твоих, Боже. Чтобы они пророчествовали, чтобы они видели видения, Боже. Чтобы, Боже, Ты говорил в их жизни во имя Иисуса Христа. О, Отец, благослови, 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 Боже, Твой огонь, Боже, на наших детей. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Слава Тебе, Боже, прославь через их жизни, через их судьбы. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Мы молимся во имя Иисуса. И давайте все скажем. Аминь. И воздадим Богу славу. Аллилуйя.
Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я рад видеть людей, которые у нас присоединяются после пандемии. Также тех, кого давно не видно было. Всем привет. У нас сегодня особенное собрание. Вы знаете, да, что мы продолжаем пост. И сегодня после собрания большинство людей в церкви постятся. Сегодня пошел 3-й день. Как самочувствие вообще? Слава Богу. Скажите, что когда просто голодаешь, оно гораздо тяжелее, чем когда ты постишься для Господа, да? Аминь. Потому что суть это не голодание, это не физическое оздоровление. Хотя это такие бонусы, да, которые следуют за этим. Но вся суть в том, чтобы быть ближе к Богу, чтобы слышать Его, чтобы получить откровение. Аминь. Кто получил что-то за эти дни? Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, хорошо. И прежде чем я передам слово пастору Рафаэлю, у нас есть немаловажная часть служения, да, десятины и пожертвования. И можно попросить вот Петра пустить? Я не буду ничего говорить. Если вы первый раз на собрании и вы не понимаете, что происходит, не переживайте, нет никакого осуждения, просто пропускайте его мимо себя. Если вы знаете, если вы ходите в церковь, зачем, почему и что, пусть Господь Он благословит вас обильно. Аминь. Вы знаете, да, что церковь живет за счет своих ресурсов. Что такое вообще церковь? Что есть церковь? Церковь это не здание, да? Это не какая-то организация. Аминь. Церковь это мы, это верующие, это святые. Мы есть церковь. И вы не вставайте, я помолюсь коротко. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого, кто когда-либо вообще давал нашей церкви, будет давать. Господи, обильно. Всяким Твоим благословением, как я сейчас благословляю, Господи. Пусть не оскудеет у них рука. Пусть, Господь, дома их будут полны всего, Господи. Будут полны радости, будут полны гостей, будут полны смеха. Пусть столы они будут в изобилии, Господи. Господи, я прошу Тебя, научи каждого члена нашей церкви, дай мудрости, как распоряжаться своими деньгами. Господь, пусть никто не поступает опрометчиво, не влазит в долги, не делает каких-то поступков, не посоветовавшись с Тобой, с Духом Святым. Господи, благослови. Я прошу Тебя, чтобы вот это долговое бремя, которое есть, оно было разрушено в каждой семье, в жизни каждого человека, чтобы мы не были никому ничего должны, кроме взаимной любви, как написано. Пусть это будет реальностью. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Да будет так. Хорошо. И вы знаете, что мы обычно молимся за город, за власти, за правительство, мы молимся за нужды, но у меня вот такое побуждение, что просто пастору Рафаэлю слово передать, и мы будем течь, как он поведет собрание, хорошо, и я думаю, все будет. Аминь. Аминь. Давайте мы его поприветствуем. Слава Господу! Я вас приветствую, дорогая церковь. Я рад, что сегодня здесь. Аминь. И скажу, я здесь не просто. На самом деле Господь меня сюда привел. И для меня это большая честь, что я могу сегодня служить. И на самом деле у меня есть на сердце сейчас, чтобы мы вместе помолились за Якутск. Это очень важно. За весь этот регион Якутии. Как церковь мы высвободили благословение. И на самом деле, что будет дальше с этим регионом, с этой страной, зависит от того, как мы молимся.
И на самом деле на молитве святых сегодня держится все. И если верующие перестают молиться, если верующие перестают понимать смысл и важность молитвы, то враг начинает действовать, и приходит тьма, которая покрывает землю. Когда верующая церковь начинает молиться, и Писание говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Если мы не связываем, оно тогда не связывается, это тьма, и оно действует и несет разрушение. Поэтому сегодня мы имеем ответственность пред Богом, мы имеем эту власть, но власть всегда подразумевает ответственность. Аминь. И это очень серьезно. Я молюсь Богу, чтобы никто из нас не оказался, как этот, которому дали, помните, талант, и он закопал этот талант в земле, спрятал его. И когда пришел Господь и стал говорить, почему ты не отдал это в оборот? Но он был занят своими делами, своей жизнью, может быть, откладывал на потом, но в итоге он ничего не сделал с этим талантом. И Господь сказал, лукавый и ленивый раб. Пусть никто из нас таким не будет. Аминь. Аминь. Эту притчу Господь для нас написал, потому что я вам хочу сказать честно и искренне, у каждого из нас есть склонность к лукавству. У нас у всех есть эта склонность, но Он предупредил и показал нам, чтобы мы с этим что-то делали. И Он сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Аминь. Когда мы перестаем молиться и бодрствовать, мы обречены впасть в искушение. Что означает впасть в искушение? Когда демонические силы берут контроль над тобой, над твоей душой. Ты находишься в огорчении, в унынии, в разочаровании. Ты находишься в тупиках, безысходности. Кто-то хочет оставить служение, потому что потерял смысл в том, что он делает. Кто-то хочет перестать вообще ходить в церковь, потому что думает, ну какой смысл? Потому что духовно ослеп. Какой смысл вообще жить, если ты не в церкви? Я не представляю свое будущее без Христа. Вообще я не могу понять, как можно быть без Христа, вот с бесами, с демонами. Ты с ними никогда не договоришься. Они человека-убийцы. Они только приходят украсть, убить и погубить. Те, кто служат бесам и демонам, эти же бесы потом с ними будут иметь очень плохо. Поэтому слава Богу, что мы с Господом. Давайте скажем аминь. У нас есть возможность послужить, пока мы еще живы, и пустить наши таланты в оборот. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги, пустим наши таланты в оборот. У всех у вас есть способность молиться. Я вчера учил и говорил, когда мы встаем пред Богом, не смотри на себя по плоти, смотри на себя как на духовного человека. Когда ты говоришь «Отче наш», это означает, что ты рожден от Бога. И твоя плоть не рождена от Бога. Твой дух рожден от Бога. Не смотри на свои плотские ограничения. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы в духе сильны. Аминь. Мы в духе все можем. Аминь. Мы должны смотреть на себя верою. Аллилуйя! Отец наш Небесный, мы поднимаем сегодня наши руки. И мы приносим Тебе Якутск и всю Якутию во имя Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, мы ходатайствуем сегодня, чтобы, Боже, Твои делатели поднимались и выходили на жатву. Мы молимся, подними делателей и выводи их на жатву. Во имя Иисуса. Отец, мы молимся, благослови все города. Боже, Якутии, Господь. Боже, все города благослови. Мы молимся, излей Дух Твой на все города, на все населенные пункты. Боже, исцели эту землю. Мы взываем Тебе. Давайте возвышать голос. Возвысь голос. Возвысь голос сейчас. Возвысь голос за этот регион. Перед Богом возвысь голос Твой сейчас. Отец, мы взываем Тебе за этот регион, за
переданы. Пусть Твои дары действуют. Пусть Твоя сила действует. Пусть благодать умножается. Отец, мы молимся и ходатайствуем. Боже, прости грехи, прости беззаконие. Боже, разрушь все проклятия, разрушь всякую тьму. Боже, выведи в Твой чудесный свет во имя Иисуса Христа. Боже, мы провозглашаем сегодня благословение на Якутию и Иркутск. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем сегодня, Боже, движение Твоего Духа. Боже, излияние Твоей славы на этот регион. Во имя Иисуса Христа. Боже, Твой план превозможен. Боже, Твой план превозможен. Воздай Богу славу. Во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Делатели в Иркутске, во всей Якутии, поднимайтесь и выходите на жатву. И выходите на И выходите на жатву. Выходите на жатву. Аминь. Аминь. Слава Господу. Прежде чем мы сядем, давайте еще сделаем пару провозглашений. Давайте поднимем наши руки и скажем: Господь, я новое творение. Я рожденный от Тебя. Я все могу. Я все могу. Укрепляющий меня. В Иисусе Христе. Господь мой, укрепляй меня. И я все смогу. Я все смогу. Воздай Богу славу. Слава Господу! У нас сегодня вечеря Господня. Это очень важно, это очень ценно. И мы будем сегодня готовиться к этому действию. И вечерю Господню церковь на земле будет совершать, пока Господь не придет второй раз. Пока еще совершается вечеря Господня, это говорит о том, что еще есть возможность покаяться. Еще есть возможность примириться с Богом. Но когда Господь придет, а Он скоро придет, такой возможности больше ни у кого не будет. Я хочу сказать, миллионы людей, которые сегодня смеются, которые сегодня, может быть, еще как-то ведут себя, когда будет вознесение церкви, они будут готовы отдать все. Все готовы будут отдать, только чтобы быть частью церкви. Но этого уже не будет. Потому что есть сейчас это время. Есть сейчас это время, и те, кто пренебрегают этим, они будут очень сильно постыжены. Я хочу тебе сказать, то, что ты сегодня в церкви, это самое великое, что только может быть вообще. Вот больше этого, чтобы быть частью церкви, вообще ничего нет, вообще нет ничего. Ангелы на небесах, они желают, они мечтают об этом, но им это не дано. То, что сегодня дано нам. Да, мы сегодня находимся в искушениях. Одно из искушений – это наша плоть. Посмотри на друг друга. Скажи, вот оно искушение. Наша плоть. И наша плоть часто вводит нас в заблуждение. Когда пришел пророк Самуил, чтобы помазать царя, помните, в дом Иссея, Господь сказал, и там один из его сыновей, я избрал его царем вместо Саула. И он пришел, Иссей испугался, все испугались, когда пришел Самуил. Какой великий пророк. И он говорит, я хочу быть у тебя дома. Иссей вообще испугался. Это все равно, что президент приходит к тебе домой сегодня. Президент страны. Это один из самых величайших людей был в стране. Самый, кто имел больше всех власть. Его все знали. И он говорит, я хочу быть у тебя дома. И он приходит и смотрит на сыновей.
И смотрит на старшего сына, который был самый высокий, самый красивый, самый большой. И он подумал, вот этот царь, которого Господь избрал. Даже пророки ошибаются. То, что он посмотрел на плоть. Когда Христос был на земле, в нем не было ни вида, ни величия. Кто-то представляет Христа таким красивым, таким высоким, с аурой даже, может быть, светящимся лицом. А на самом деле Христос внешне, в нем вообще не было ни вида, ни величия. Поэтому его все представляли Мессию вообще по-другому. Но когда они смотрели на Христа, они видели просто внешне сын плотника. Написано, ни вида, ни величия в нем не было. Когда воины с Иудой пришли, чтобы взять Христа, Иуда дал знак, который из тех учеников является Иисус, потому что он не отличался вообще. И через целование он дал знак, вы помните? Но что Господь сказал? Блажен, кто не соблазнится о мне, кто перестанет смотреть на мою плоть. Кто-то слышит или нет? Как мы часто заблуждаемся. Я сейчас говорю пророчески, я не знаю кому. Но я говорю сейчас пророчески сейчас. Когда мы смотрим на плоть. Как часто мы заблуждаемся. Как часто мы попадаем в обольщение. Когда мы смотрим на свою плоть. Аллилуйя. Вообще плоть это кожаный чехол, это вообще ничто. Я сказал вчера, говорил, сегодня повторю. Когда Бог смотрит на нас, наша плоть вообще, Он никак на нее не смотрит. Он ее даже на небе не хочет видеть. Ты скажешь, что аминь или нет? Он не хочет нашу плоть. Написано, плоть и кровь Царства Божьего. Вообще, для Царства Божьего это вообще, ничто. Это временная храминка. Вот знаете, когда дом строится на голом участке, и строится такой сарайчик, чтобы там как-то переночевать, там держать оборудование, временно. Вот это и есть наша плоть. А самое главное строится то, что у нас внутри. Аллилуйя! То, что внутри. Когда мы придем на небо, мы увидим друг друга совсем по-другому. Аллилуйя! На самом деле это так. Поэтому нам не надо смотреть по плоти на друг друга вообще. Вообще. Мы должны верою смотреть друг на друга. Аллилуйя! Аминь. Знаете, я смотрю на церковь верою. И когда я смотрю верою, я вижу мощную, сильную церковь. Врата ада, которую не одолеют. Я вижу мощно. Когда я по плоти смотрю на церковь, приходят какие-то разочарования, какие-то мысли. Как один брат сказал, Али-Баба и 40 разбойников. Я проводил пост в Израиле, я молился, Господь, там команда, которая должна была со мной поехать, где-то 50 человек со всей России. Я молился, Господи, чтобы, Ты привел этих людей, потому что там была очень мощная, должна быть молитва, священнодействие произведено быть. И Ты сам набери эту команду, кого Ты хочешь привести. Я молился очень серьезно. И когда вся команда собралась, я многих даже не знал. Я посмотрел на эту команду. Я говорю, Господи, умножь мою веру. Умножь мою веру! Одна женщина приехала. И она говорит, она уже когда садилась в аэропорт, ее сын вез, ей поднялось давление, а ей плохо стало. Она стала как бы уже умирать. А деньги такие большие заплачены, все. И сын ее посадил в самолет. И она прилетела. И уже было поздно, я уже спал. И меня будят. Я захожу, она лежит, говорит, Рафаэль, я умираю, спасайте меня. Я говорю, а почему вы приехали в таком состоянии?
Когда как я не приехала. И я смотрю на нее, у нее вообще веры нету, что Бог ее исцелит. Даже вы меня спасаете. Я говорю, ну верь в Бога, начинаю наставлять. Вы знаете, как будто я стол наставляю. Она на меня смотрит, и вообще как будто, я думаю, Боже мой, это вот ты тех таких людей привел. Ты через них хочешь здесь чудеса совершать в Израиле, на духовной передовой. И она на меня смотрит, а знаете, там скорую вызвать $1000 стоит, просто вызвать скорую. Вот просто вызвать скорую $1000 стоит. Если какое-то еще лечение там, это вообще уже там пойдут десятки тысяч. Там, если нету страховки, это нереально дорого просто. И у нас ничего не оставалось, только действовать верой, потому что она реально умирала, реально. Я начал за нее молиться. И ничего не происходило, но я знаю, как надо брать исцеление. Ты должен продолжать молиться, пока ты или не умрешь, или не исцелишься. По крайней мере, если умрешь, как герой умрешь. Аминь, как герой веры. Библия говорит, многие герои веры, они даже не получили, но остались в вере. Аминь. Когда мы стоим в позиции веры, это важнее даже, чем то, что мы получаем. Многие разочаровываются. Я столько времени молился, верил, ничего не произошло. А ты не понимаешь, сама эта позиция важнее, чем то, что происходит. И мы молились за нее, я провозглашал. Знаете, весь мой опыт, все мои знания, все мои дары, я просто стал практиковать, что реально человек умирает. И это очень серьезная ситуация была. И мы молились, и знаете, раз ей стало лучше, немножко лучше, на следующий день. И она даже с нами на туры не поехала по Израилю. Мы продолжали молиться, и потом ей еще лучше стало. Там уже о посте, что она с нами будет поститься, я даже об этом и не думал. Но она, знаете, что она полностью исцелилась через несколько дней. Она начала танцевать. И она говорит, если бы я осталась дома, я бы, наверное, умерла. Но Бог меня здесь исцелил. Аллилуйя! А я думаю, Бог зачем ты меня пришел? Я думаю, чтобы мы не расслаблялись. Аминь. И Божий замысел во всем, даже то, что мы не понимаем. Аминь. Слава нашему Господу. Итак, церковь — это самое важное, что у нас есть. Что есть у Христа, что есть у Небесного Царя. Это Его церковь, это Его невеста. Он никому ее не отдаст. Это ценность. Каждый из вас — это драгоценность для Бога. Да, многие из вас, вы чувствуете унижение. Вы прошли унижение, прошли всякое уничижение с детства. Каждый из вас, может быть, видит себя, не так, как Бог нас видит. Но нам надо вырваться из этого. И начать смотреть верою на себя. Мы как те жемчужины, которые Господь нашел. И Он все отдал, чтобы ее приобрести. И самое дорогое, что есть у Христа. И дороже тебя, у Него нет ничего. Он отдал свою жизнь за тебя. Это очень серьезно. Я хочу тебе сказать то, что ты сегодня в церкви, у тебя есть место в церкви. Это не просто ты сейчас сидишь вот здесь на стуле, ты приходишь каждое воскресенье, у тебя есть место. Это твое место на небесах. Аминь, аминь. Иисус готовит тебе место на небесах, небесную обитель. Послушайте меня, аминь. Аминь. Это твое место на небе. Я тебе хочу сказать, если ты уйдешь по разным причинам, обиделся или еще, не имеет значения. Твое место останется пустым. Бог поставит туда другого человека. Потому что есть определенное число спасенных, которые войдут в небеса. Есть определенное число. Его никто не знает, кроме Бога. Оно сегодня набирается. И каждый из нас является плюс один человек в этом числе. И если кто-то уходит от Христа, Господь найдет взамен другого. Мне нравится одно свидетельство, когда
Это в нашей стране было, когда во время советской власти было гонение, и задача коммунизма была полностью искоренить верующих. Хрущев говорил, покажу вам последнего баптиста. С ним так поступили, что он умер в одиночестве и в полной отверженности. Если кто-то знает историю. Его полностью отвергли, его же партия, его же... Когда он вышел и обратился, говорит, товарищи, из зала ему кричали, здесь вам нету товарищей. То, что он посеял, то и пожал. Он коснулся церкви, и он пожал очень серьезно. И он умер в одиночестве, просто в ужасном, то есть отверженный полностью. И во время советской власти, когда были гонения, и делали пытки над верующими. Кстати, верующих очень много было на Дальнем Востоке. Они здесь умирали, но оставались верны Господу. Эта земля вообще, вот Якутия, Дальний Восток, вот эта вся земля, она на самом деле приняла кровь много святых. Очень много святых здесь умерло. Они сюда ссылались. И они своей смертью благословляли эту землю. Поэтому хочу сказать, эта земля благословлена. Они молились здесь. Аминь. Они оставались до смерти верными Господу и показали свою верность до конца, показав нам пример. Аллилуйя. Просто взяли эту эстафету, и мы идем дальше. Скажи, я иду дальше. Я дальше иду, неся это поприще. И вывели верующих, раздели их на мороз. Может быть, минус 30 было, минус 40, я не знаю. Но был сильный мороз. Раздели их и сказали, просто вам надо отречься от Иисуса, сказать, я больше не верю в Иисуса. Вот просто надо это сказать. И все, и они растопили баню, говорят, идите в баню сразу. И там парьтесь, все. И они стоят и замерзают. Вы знаете, как на морозе бывает. Ты начинаешь замерзать, и вначале у тебя кончики пальцев отнимаются, ты перестаешь чувствовать ноги. И это вот все, ты продолжаешь замерзать. И потом уже в такой момент, что тебе уже, даже если тебя спасут, уже надо ноги отрезать. Ты замерзаешь, уже все. Там идет отмирание. И вот они замерзают. И один из них не выдержал. И он отрекся от Христа и побежал в баню. И охранники, которые стояли, одному из охранников вдруг Бог открывает глаза, и он смотрит на этих всех. И видит всех, которые стоят и замерзают, и над ними такие венцы горят. И там, который убежал, там венец остался, и там никого, он ушел, а венец остался. И он берет, раздевается, ложит свое оружие и становится туда, где тот венец, где стоял этот, который убежал. И ему говорят, ты что делаешь? Он говорит, я один из них. Аминь. Аллилуйя. Я верю в Иисуса Христа. Я не отрекаюсь и никогда не отрекусь и умру здесь, но я не отрекусь от моего Господа. Аллилуйя. Потому что смерть ничто, когда в твоем сердце Христос. Аминь. Все ничто, когда ты знаешь Христа, когда Христос знает тебя, когда у тебя есть место на небе, когда ты часть церкви. Аминь. Аминь. Воздай Богу славу. Если мы читаем Ефесянам 1 глава, апостол Павел обращается к церкви. Он говорит, я услышал о вашей вере, о вашем посвящении. И он говорит, теперь я начинаю молиться за вас. Потому что вы спаслись, у вас отношения с Господом, но вам надо идти дальше. Вам нельзя оставаться вот просто так, чтобы у вас застой не был. И он говорит дальше, второй этап, я молюсь за вас, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. В 1 главе Ефесянам, чтобы вы познали, в чем есть ваше призвание. Та сила, которую Бог вам дал, которую Он воскресил Христа из мертвых. Аллилуйя! Господь, мы сегодня молимся об этом. Давайте скажем, Господь, мы молимся этой апостольской молитвой. Просвети очи сердца моего. Чтобы то, что я еще не понимаю в моем призвании,
я понял это, Боже. Это сила, которая мне уже дана. И этой силой я верю. Аминь. Верю, аминь. Просвети очи сердца моего, Отец. Во имя Иисуса. Аллилуйя. И он говорит о служении. Вообще, Ефесянам, все послание Ефесянам, оно говорит о служении, о церкви, о важности церкви. Потому что дьявол делает так, чтобы обесчестить церковь здесь на земле. Уничижить церковь. Вот все он делает, чтобы вот так оно было. Чтобы церковь была в таком, что это ничто вообще, это какая-то кучка людей, которые где-то собираются, что-то поют песни, чтобы уничижить церковь. Это все делает дьявол. Он боится церкви. Хочу сказать, церковь, вас дьявол боится. Ты слышишь меня? Пусть боится. Вас дьявол боится. Когда вы исполнены Святого Духа, когда вы бодрствуете, когда вы греете Божьим огнем, вас дьявол боится. Аллилуйя! Аминь. Вы способны разрушать все его дела. Никто не может разрушить его дела, но только церковь может это сделать. Аминь. Я хочу сказать, братья и сестры, сегодня будем принимать вечерю. И очень важно нам сегодня понять. Библия говорит, что когда мы принимаем вечерю, мы должны судить самих себя. Это очень важно нам научиться судить самих себя. Не осуждать самих себя, а судить. Это разные вещи. Аминь. Осуждение, оно от сатаны. И осуждение, оно не дает возможности исправиться. Суд, он от Бога. И это возможность исправиться и покаяться. Аминь. Чтобы мы судили самих себя, это очень важно. И Писание говорит, почему мы можем недостойно принимать вечерю. Будут многие болеть и умирать даже, потому что они будут судимы Богом за это. Написано, потому что они рассуждают о теле Господнем. То есть о церкви. То есть, когда мы принимаем вечерю Господню, мы должны понимать ценность церкви. Мы должны смотреть на церковь не как просто люди, а как Бог на нее смотрит. Аминь. И я хочу сказать, братья и сестры, на самом деле, церковь – это то место, где мы родились, где мы растем, и мы умрем, и церковь нас проводит в последний путь на небеса. Это наш духовный дом. И у нас есть сегодня ответственность перед Богом, чтобы каждый из нас, написано, мы созидали тело Христа теми дарами, которые Бог дал нам. Знаете, Бог дает нам ресурсы, еще больше даст. Бог благословляет нас. Бог исцеляет нас. Люди приходят на собрание и получают исцеление, которые, если бы они пошли лечиться, они бы огромные деньги отдавали бы, и то бы не вылечились. Их залечили бы. Но Бог просто так их исцеляет. В одну секунду. Бог меняет жизни, Бог дает возможности работы. Мы сегодня привыкли к этому благословению и как к должному к этому относимся. Мы должны понимать, что все, что сегодня мы имеем, только благодаря Богу. И то, что мы еще получим, то есть это то, что Бог дает нам. И когда нам Бог что-то дает, мы должны понимать, это ресурс, и Бог ожидает от нас, что мы будем заботиться о Его теле. Библия говорит, что Иисус кто? Голова. А церковь? Тело. Как вы думаете, голова может заботиться о теле? Когда ты купаешься, можешь зубами взять мочалку и себя вычистить? Или когда ты кушаешь, попробуй это сделать только головой. Или когда готовишь еду, зубами сможешь готовить еду? Нет. Тело заботится. Аминь. О голове.
Вообще. То есть само тело, голова, она здесь мозг. Он дает все управление. Тут, отсюда все. Благодаря голове живут все органы и работают все органы. Но заботится все само тело. Давайте скажем аминь. Аминь. Сегодня на нас есть ответственность, как мы сегодня заботимся о теле, о церкви. Это очень серьезно, братья и сестры. У нас сегодня есть эта ответственность перед Богом. Я хочу сказать, что если церковь будет жадной, эта церковь будет постоянно находиться в таком уничижении. И я ездил по всей России, я ездил за ее пределами, я вижу разные церкви, разные общины. И я вижу, где-то общины, они в прорыве, там благословение, там люди приходят, там бедные, нищие, и там они быстро поднимаются. И церковь растет. И слава от церкви по всему городу идет. Один неверующий, я с ним общался, и он говорит, я хочу пойти в эту церковь. Я знаю, Бог там поднимает людей. Я знаю, там люди приходят такие, какие они становятся. Это очень большое свидетельство, когда люди меняются в церкви. И, знаете, неверующие люди, они не видят и не понимают, что мы молимся. Почему? То есть они это все не понимают. Но когда они видят перемены в нас, плоды, они это начинают понимать. Откуда это? Они говорят, я хочу пойти туда, где ты, и служить тому Богу, которому ты служишь. Аминь. Аллилуйя. Я хочу иметь то, что ты имеешь. Потому что я вижу это благословение. Посмотрите на Якова. Помните Яков? Когда он взял благословение и с одним посохом ушел из дома Исаака. Исаак, его отец, и дом, где он жил, это был один из самых богатых домов того времени. И состояние Исаака, оно было огромное. Он общался с царями, потому что у него было огромнейшее состояние. Сегодня это как олигарх. И его сын Исаак, он ничего не берет. С одним посохом уходит, но благословленный. Все остается Исаву, его брату, старшему. И через какое-то время он возвращается и делает такие подарки своему брату, что когда брат это увидел, кто читал в Писании, он говорит, откуда у тебя это все? Это целое состояние. И ты делаешь мне такой подарок. Ты же с одним посохом ушел. Оттуда. Аллилуйя! Скажи, оттуда. Здесь какое-то время написано, Исав убоялся Якова и бежал от его лица. Потому что он сделался сильнее. И он не был физически сильнее. Но благословение, оно настолько произвело, оно так материализовалось, что это было явно видно. Давайте скажем аминь. Аминь. Мне нравится, когда пришли к Исааку и говорят, мы явно увидели, что Бог с тобой, как Бог тебя благословляет. Я хочу сказать, братья и сестры, сегодня из-за нашей неверности Богу, из-за нашей теплоты, из-за наших каких-то плотских вещей, когда мы живем по плоти, мы лишаемся этих благословений. Мы лишаемся этих благословений. Из-за того, что мы где-то просто по плоти смотрим, где-то мы чего-то боимся, мы лишаемся многих-многих благословений, которые Бог приготовил для нас. Знаете, я сегодня ревную о церкви. Я хочу сказать, я желаю видеть церковь сильной во всех сферах. И в духе, и материально, и духовно, и во всех сферах. Аллилуйя! Я ревную сегодня о церкви. И я молюсь, чтобы в этой общине поднимались сильные люди.
Я молюсь, чтобы в этой общине поднимались влиятельные люди, способные делать дело. Библия говорит, Бог дает такую нам мудрость. И мы начинаем трудиться со всякой мудростью и успехом. Аллилуйя. Хочу говорить немножко о посте. Мы сегодня в 3-м дне поста. Я хочу сказать, пост это одно из самых больших путей благословения. Вообще, это трудно на самом деле, это нелегко пост. Но это такая дверь, за которой для нас Отец Небесный приготовил многие благословения, которые мы никогда не получим вне поста. Господь говорит, сей род изгоняется только постом и молитвой. То есть какие-то сферы, которые мы можем победить, завоевать, получить только постом и молитвой. Поэтому дьявол делает так, чтобы верующие не постились. Когда верующие не постятся, всегда за этим стоят демонические силы. Аллилуйя. Всегда за этим стоят. Я сам до 2007 года, я вообще не понимал, до 2006 года, где-то вот так, я вообще не понимал, что такое пост, пока Бог мне это не показал. Пока Бог мне это не показал. Это каждый пост, который я провожу, я становлюсь новым человеком. Такие перемены приходят в мою жизнь. Меняются ситуации. И они бы никогда не изменились, если бы не было этого поста. В каждом посте, когда мы молимся, когда мы уединяемся, мы угождаем Богу, совершается таинство в близких отношениях с Богом, и что-то рождается в этом таинстве. То сегодня в посте, хочу вам сказать, у вас что-то рождается в ваших отношениях с Богом. Это материализуется в вашу жизнь. Вы увидите эти благословения, которые в эти 3 дня просто рождаются. Они бы никогда не родились, если бы вы не постились эти 3 дня. И поэтому враг, он делает так, чтобы, во-первых, мы не понимали, что такое пост, боялись этого и так дальше и тому подобное. Сегодня неверующие люди создают клиники, называют это лечебное голодание. Они берут просто биологическую часть поста, используют это и получают определенные результаты. Сегодня, чтобы пойти и поголодать в этой клинике, знаете, очень большие деньги нужно заплатить. И люди едут туда, неверующие люди едут туда. И они голодают по 10 дней, по 21 день. И они приходят и говорят, как классно. А люди духа, которым Бог дал это, находятся в искушениях. Скажи, в искушениях. Я помню себя, как я был в искушениях. Когда объявлялся 3-дневный пост в пятницу, 3 дня, и я боялся этой пятницы. Она так быстро проходила. И уже четверг меня трясло. Но у меня выбора не было, был частью команды из лидеров церкви, из проповедников. И команда решила поститься, я был вынужден с ними поститься. И я уже в четверг представлял свой завтрак, который я не съел. Да, дьявол мне показывал это все. И мне так жалко этот завтрак становилось. И себя так жалко становилось. Такой несчастный был. Этот день наступал на меня. И как только он наступал, знаете, я ждал, когда он закончится, эти 3 дня. Когда придет это время, я выйду с поста, еще 2 дня, еще 2 дня. Еще 1 день, еще 1 день. Еще завтра я выхожу с поста, вау! Знаете, сегодня мы выходим с поста, я с грустью выхожу с поста. Я сейчас переживаю так сильно Бога, я сейчас переживаю Божью славу. Я никогда вот так не переживаю, когда я не пощу. Я переживаю Божью славу вне поста, но вот так, как в посте.
Такого никогда не бывает. Как я слышу голос Божий в посте, я так не слышу его вне поста. В прошлом году Бог сейчас положил в мое сердце, помимо 3-дневных постов, которые я провожу, у меня следующий пост, вот я уезжаю отсюда, вот через месяц, он будет в Самаре, потом через месяц будет в Армении, потом будет в Сочи, потом в Москве и так дальше, и так дальше. И Бог положил в мое сердце, помимо 3-дневных постов, чтобы раз в году я проводил 21 день поста. И я вспоминаю это время в Крыму, вот последний пост проходил на 21 день. Я всегда с ностальгией вспоминаю. Вот в каком состоянии я был? В духовном состоянии. Ты видишь себя просто уже совсем по-другому. Ты видишь в себе славу Божью. Ты осознаешь, что ты полностью духовный человек. Аминь. Плоти уже не остается вообще. Да, всегда бывают искушения. И команда, которая приехала поститься 21 день, они прям, я проповедовал, вдохновлял, они, вау, все такие приехали. Через 3 дня все сдулись. Я смотрю, уже мысли у них приходят выходить с поста, что они не смогут. Я вижу уже по глазам. Я подхожу и говорю, пост это не игрушки, это пустыня, а там жарко, а там скорпионы, там сухо. Там очень непросто. Израилю в пустыне было непросто. Там нету воды. Но Господь с тобой в этой пустыне. Аллилуйя! Но Господь с тобою. Поэтому, когда ты в посте, и ты не ищешь Бога, тебе очень плохо будет. Там пустыня. Но когда ты начинаешь в посте, в этой пустыне, искать Бога, и говорит, Бог, ты говоришь, Бог Авраама, Исаака, Якова. Аминь. И он говорит, я здесь, сын мой. Я держу тебя за руку. И Бог начинает давать тебе силу. Ты исполняешься Святым Духом. Ты начинаешь переплавляться. И Бог из тебя начинает делать новый сосуд. Ты был такой корявый весь. Есть какой-то такой, и Бог делает чудесный новый сосуд. Библия говорит, мы его творение. Слово творение, это как поэма, творчество. Бог творит тебя новым сосудом. Аллилуйя! Я скажу вам, пост это большое благословение, когда ты с Богом постишься. Аминь. Слава Господу. И я советую вам, церковь, не знаю еще, как получится проехать сюда, но я советую вам, поститесь раз в неделю, 1 день. Я скажу, что вот, чтобы быть в духовном состоянии, вот, быть в духе, вот минимум раз в неделю нужно 1 день поститься. Если ты не постишься раз в неделю, хотя бы 1 день, у тебя плоть просто утянет. Вот раз в неделю. Я так люблю однодневные посты. Да, они, то есть это, для меня сегодня однодневный пост это не просто тоже. Но к концу поста такая благодать, я пьяный становлюсь, когда я выхожу с поста. Такая свобода. Вот это давление, тьма, все оно уходит просто. Ты чувствуешь такую силу. И вот в этой свободе ты начинаешь проявлять свои таланты. Понимаете? Когда тебя унижают, когда тебя контролируют, когда ты чувствуешь давление, ты не можешь раскрыться.
Ты подавлен, все твои таланты подавлены, твоя личность подавлена. И ты ничего не можешь сделать и производить. Ты просто существуешь. Но когда Бог тебе дает свободу, это все давление уходит. И тот потенциал, который Бог дал тебе, он начинает проявляться. И у каждого из нас есть потенциал. У каждого из нас есть эта внутренняя красота, которая дана Богом, которую дьявол хочет растоптать. Но когда Господь освобождает нас, в этой свободе, эти таланты, эта внутренняя красота, она проявляется. И Господь благословляет это. И ты начинаешь кем-то становиться в Иисусе Христе. Аллилуйя! И люди начинают это видеть вокруг. Неверующие люди это видят хорошо. Знаете, я общаюсь с неверующими людьми, и они когда со мной общаются, они говорят, ты какой-то другой человек. Я не говорю, что я верующий. Я просто общаюсь. И они соприкасаются со мной, а я говорю, какой-то ты вообще не, какой-то ты другой человек. Один раз одна женщина мне говорит, тебе надо было быть священником. Она не знала, что я вообще пастор, верующий. Вообще, просто она общалась со мной, я даже о Боге ничего не сказал. Но она, вот как я общался. То есть все это она говорит, слушай, тебе надо быть священником, ты такой человек, от тебя что-то исходит. Аллилуйя! Это то, что должно быть всегда у нас. Давайте скажем аминь. Давайте поднимем наши руки. Писание говорит, познайте истину, истина вас сделает свободным. Скажи, Отец, дай мне познать истину. Я хочу быть свободным. Дай мне познать истину. Я хочу расти, хочу развиваться, хочу приносить плоды. Отец мой Небесный, благослови меня познать истину. Благослови меня пребывать в Слове Твоем. И чтобы Слово Твое пребывало во мне. Я познал истину и был свободным. Аллилуйя! Аллилуйя! Воздай Богу славу. Знаете, что этот зал наполняется славой Божией? Аминь. Не знаю, кто это видит, но я вижу. Что слава Божия как-то влияет на нас. Аминь. Аминь. И мы преображаемся, написано от славы в славу. Без славы Божией невозможно преображение. Если ты не видишь славу Божию, ты никогда меняться не будешь. Мы меняемся только тогда, когда мы видим славу Божию. Поэтому надо оторвать свой взор от самого себя, от своих проблем и обратить взор к небу. Потому что слава Божия, когда твой взор обращен наверх. Пока ты будешь смотреть на себя, на свои несчастья, проблемы, трудности, там славы Божией ты не увидишь, там бесы и демоны. Они будут нагнетать всякую тьму и делать свое грязное дело. Но мы должны веру оторвать, скажи, оторвать от всех проблем, всякой суеты, наши глаза, и поднять свои глаза на небо и видеть славу Божию. Это очень важно. Аллилуйя. Итак, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели Священное Писание. 1, 16 глава, 18 стих. Я хочу несколько откровений вам дать сейчас. Если ты будешь внимательно, ты получишь откровение. Местописание? Да. Матфея 16 глава, 19 стих. 18 стих. И здесь Господь Иисус спрашивает своих учеников. И Он говорит, за кого почитают меня люди? То есть Иисус спрашивает своих учеников, за кого меня люди почитают. Как вы думаете, Христос знал, за кого Его почитают? Христос имел нужды вообще кого-то что-то спрашивать. Библия говорит в другом месте, что Христу не нужно было спрашивать, ибо Он сам знал, что в человеке каждом. В каждом. Но Он спрашивал это специально своих учеников, потому что Он что-то от них ожидал. Что они что-то скажут. И Он говорит, за кого
почитают меня люди, и ему говорят, ну одни тебя почитают за пророка, не за Мессию, за пророка. Другие почитают тебя там еще за кого-то, но за Мессию тебя не почитают. И он говорит, а вы за кого меня почитаете? И Петр говорит, ты есть Сын Бога Живого, то есть Мессия. И дальше ему говорит Иисус, блажен ты, Симон, то есть тростник, это его имя было, что не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец мой сущий на небесах. И дальше он говорит, что я говорю тебе, ты Петр, Господь дает ему новое имя. То есть апостол Петр, его родители не назвали Петром, который означает камень. Его назвали Симон, то есть тростник. Он был как тростник, слабый он был. Он сказал, отойди от меня, Господи, я человек грешный. Помните, да? Он был слабый. Он понимал, что придет Божий суд когда-нибудь. Он испугался, когда он увидел столько рыбы. Он понял, что это явное чудо. Он сильно испугался. И он говорит, отойди от меня, Господи, я человек грешный. Ему Господь сказал, следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человека. Аллилуйя. Мне нужен один человек. Кто-нибудь, выйдите сюда. Один человек. Кто-нибудь, выйдите, один человек сюда. Как зовут? Елена. Елена, да? Вот смотрите, Елена, она живет в своих обстоятельствах, в своей жизни. И она принимает Христа своим Спасителем. Иисус входит в ее сердце. И Господь ей говорит, следуй за мной. И смотрите внимательно. И Господь ведет Елену. Куда Господь ее ведет? Из ее проблем, из ее тупиков, из ее болезней в исцеление, в благословение. Когда мы следуем за Христом, мы не просто за Ним следуем, мы идем к решению всех наших проблем. Вы понимаете? Когда мы идем за Христом, мы меняемся, мы освящаемся. Аминь. Мы можем верить во Христа, но оставаться здесь и не следовать за Ним. Понимаете? И верить, и молиться. Но пока мы не начнем за Ним следовать, ничего не изменится. И Иисус сказал Петру, следуй за мной. Скажи, следуй за мной. Следуйте за ним. Быть в движении Божьего Духа. И Дух Божий сегодня, Он спас нас, но Он увлекает нас в движение. Скажи, в движение. Следовать за Ним. Я скажу вам, когда Господь говорит, следуй за мной. Ну, представьте еще кого-нибудь. Дьявол приходит. И он всячески говорит, Елена, тебе надо то сделать, тебе надо это сделать, ты занята. Может, потом будешь за Христом следовать. Пока свои дела сделай, всякая суета. Слышите или нет? Всегда, когда приходит Божий призыв, приходит от дьявола другой призыв. Противовес тому, что говорит Господь. Библия говорит, что враг берет повод от заповеди, чтобы делать против. Аминь. Когда Господь призывает Елену следовать, всегда дьявол приходит, и она борется. Дьявол приходит не как дьявол, как ангел света. И он начинает обольщать Елену. Но его цель одна только, чтобы она не следовала за Господом. Слава Богу за Его милость. Елена говорит, нет, не надо сейчас еще занято, она идет сюда. Мне надо постирать, что-то еще сделать, еще там, я не знаю, что-то. И она идет сюда. Но я с Господом, я не оставляю Бога. Я хожу в церковь, на собрание. Хорошо ты ходишь на собрание, ты следуешь за Господом. Ты слышишь меня или нет? Потому что мы каждый день следуем за Ним. Аминь. Если ты встал, и ты не помолился утром, и начал свой день без молитвы, я тебе хочу сказать, в этом нет, ты за Господом не следуешь. Ты можешь делать хорошие, добрые дела, но ты за Господом не следуешь. Потому что если ты утром не помолился, ты не получил силы с неба, ты не сможешь за Ним следовать.
Это невозможно, не получив эту силу и благодать следовать за Господом. Если ты утром не помолился, если ты не читаешь Слово, не вникаешь в Писание, ты за Господом не следуешь. Ты слышишь меня или нет? Если ты не читаешь Писание, из того, что проповедуется здесь, ты несколько процентов будешь понимать. Вот насколько вы знаете Писание, настолько глубоко вы сегодня понимаете то, что я говорю. Кто-то понимает только там что-то, а кто-то столько сегодня понимает, о чем идет речь здесь. Потому что ты читаешь Писание. И дьявол обольщает ее, чтобы она не следовала. Чтобы она занималась какими-то делами. Но она говорит, я с Господом. А Господь ей говорит, следуй за мной, Лена. Чтобы я сделал тебя. Скажи, чтобы я сделал тебя. Новой личностью. Но она обиделась на кого-то. Дьявол так сделал, что кто-то ей сделал. Она обиделась, ей трудно простить. А в этом состоянии не может следовать за Господом. Она хочет заработать денег. Господь говорит, да я тебе все дам, только следуй за мной. Мудрость говорит, у меня все богатство. Мною царит, царствует. Если ты будешь иметь меня, ты все будешь иметь. Когда Соломон получил мудрость, он был самым богатым человеком в мире. Но для него это все было ничто. Аминь. Человек, у которого есть Божья мудрость, его возьми просто в Африку отвези. Без одного гроша, ставь его где-нибудь там. Он там Бог поднимется. Потому что Божья мудрость, она производит. Аминь. За ней многие следуют. Аллилуйя. Ирина говорит, я с тобой, Господи. Господь, следуй за мной. Я скажу, это не просто, нужно что-то преодолеть. Скажи, что-то преодолеть. Что-то преодолеть. Можете себе представить, когда Господь говорит Петру, следуй за мной. У него, он рыбак, у него своя лодка. Он кормит свою семью. Зарабатывает деньги всю жизнь. Это был его хлеб. Можете себе представить? Это на то время вообще, чтобы вот ловить рыбу, право вообще ловить рыбу, иметь лодку, это имели единицы на то время. Только вообще в Израиле, только на Галилейском озере есть рыба. Со всего Израиля приходили за рыбой туда. И эти рыбаки, они вот держали эту монополию. Это было не просто так. И Господь говорит, следуй за мной, то есть оставь эту рыбу, все это оставь. Было препятствие у Петра, как вы думаете, следовать за Господом? А? Знаете историю с его тещей? Спасибо. Знаете историю с его тещей? Написано, он пришел, она была в горячке. Как вы думаете, почему она была в горячке? На то время Петр последовал за Христом. Оставил все. И эта радостная новость пришла к его жене. А жена рассказала теще, что мой муж, потомственный рыбак, хочет стать проповедником. И он бросил лодку, рыбу, все бросил. Как мы будем жить? Действительно, теща. Здесь есть теща. Кто знает, что такое теща? Которая любит свою дочь. Которая слышит такую новость. Она как-то что-то стала делать. Библия говорит, у нее появилась горячка. Она слегла на постель. В этой горячке находилась какое-то время. И Библия говорит, Иисус приходит. Она не знала Иисуса. Потому что она что-то плохое говорила. Что нельзя молиться в лодке. Нельзя в лодке проповедовать. Зачем нужно это все оставлять? Иисус приходит, прикасается к ней. Горячка ее оставляет.
И она все поняла. Скажи, она все поняла. Я скажу вам, она подошла потом к Петру, своему зятю, любимому, и сказала: следуй за Господом. Мы как-нибудь проживем. Господь нас не оставит. Аллилуйя! Аллилуйя! Она сказала: я поняла, что Господь больше, чем рыба. Да, Господь больше. Она поняла, что жизнь пришла. И Господь прикоснулся просто к ней. И она моментально горячка ее оставила. Аллилуйя. Боже, прикасайся к нашим тещам. Аллилуйя. Ну, у меня теща очень любит сильно. Знаете, моя жена, как бы вообще, я женился. Я пришел на свидание, просто мы уже были, так общались просто. И моя жена мне говорит: все, забирай меня. Я говорю: почему? Говорит, а ее выгнали из дома до этого, за то, что она приняла Христа. Ее Библию сожгли. Они сказали: ты больше не будешь ходить и позорить нашу эту церковь. Ее побили, старшая сестра побила. И выгнали из дома. Говорит: отрекайся вообще от Христа и не иди, куда хочешь. Ее выгнали из дома, она жила там где-то на этих, в типографии. Как бездомный человек. И она молилась Господу. Она еще только тогда покаялась, еще неукрепленная, открыла Библию. И Господь дал ей слово. Он сказал: кто мне служит, мне да последует. И где я, там слуга мой будет. Аминь. Аминь. Господь ей сказал: тебя выгнали, но ты не отвержена, ты со мной. Аминь. Аминь. Я тебя принял. Она говорит: а меня не пускают на собрание. Я хочу ходить на собрание, поэтому давай уже поженимся. Я думаю: вот это да. А я не планировал вообще. Она говорит: давай поженимся уже, потому что у меня реально, я хочу на собрании быть. Я думаю: вот это да. И тут как бы ты сделаешь, да, если ты духовный человек, ты: Господи, что делать? Тут даже молиться никак, воля Божья. Говорит: я хочу быть на собрании, меня не пускают на собрание. И она пропускала собрание. Поэтому давай все уже, все, не будем уже там встречаться, вот это все уже. Я говорю: ну хорошо. Она говорит, она взяла пакет, собрала из вещей и все. И я позвонил, сказал, что все, я ее забрал. Ну, у нас это называется своровать в нашей культуре. Это нормально. Но было наоборот, наверное. Я вообще был ни при чем. Я просто пришел на свидание, даже ничего не думал, чем это закончится. И я позвонил ее тете и говорю: я ее забрал. Знаете, что было? Ее тетя как начала на меня кричать: быстро верни ее. Где ты ее взял? Я только, как она кричала на меня. На меня никто так не кричал. Мы сейчас, я приеду, мы вас найдем. Такие угрозы, такие. Я слышал, думаю: боже мой, во что я ввязался. И когда я поговорил с тетей, я своей жене говорю: поехали обратно. Она говорит: что случилось? Я говорю: там такое-то. Да это все ерунда, поехали. Молодец. Я думаю: вот это я ввязался. Они ненавидели меня, ненавидели церковь. Но потом была свадьба, все. Они пришли, там верующих увидели, церковь. Я стал как-то приходить, как взять в этот дом. И они стали видеть плоды. Стали видеть. И сегодня они говорят: мы хотим, чтобы все наши дети были там, где вы.
Мы видим плоды. Сегодня они говорят, такой зять, как у нас, его нет ни у кого вообще. Я когда прихожу туда, тетя эта, она кричит: «Аллилуйя!» Я вам серьезно говорю? Она вот так поднимает руки, говорит: «Аллилуйя!» Она говорит: «Знаешь, я перед сном всегда молюсь Отче наш». Аллилуйя. Моя теща, она говорит, это самый лучший зять из всех вообще. Потому что они видят, они думают, что это я такой, это у меня Иисус такой, потому что я за ним следую. Я сделаю тебя ловцом человека, скажи, ловцом человека. Рыба сама к тебе будет идти. Когда мы будем меняться, давайте скажем аминь. Когда мы не меняемся, что мы можем проповедовать? Они ничего не видят, люди. Это все это обычный человек. Но когда мы меняемся, мы выделяемся. И вот смотрите, я говорю, что теперь ты Петр, новое имя. Скажи, новое имя. Почему Иисус дал ему новое имя? Потому что Иисус изменил его внутри. И он говорит: ты уже не Симон. Ты Петр уже. Все, ты внутри изменен. Это не просто он ему дал новое имя, это он показал, что уже совершилось внутри. Аминь. Послушайте внимательно дальше. Написано: ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою. Послушайте внимательно. Когда мы следуем за Господом, Он меняет нас. И вот на этих переменах, на этой новой личности создается церковь. Вы слышите или нет? Когда мы не меняемся, на этом церковь не создается. На сем камне, скажи, на сем камне. Ты был гневливый, но ты перестал быть гневливый. Вот этот есть камень. Ты был ленивый, теперь ты не ленивый. Ты был злой, теперь ты добрый. Вот эти перемены — это основа, на котором Господь создает свою церковь. И Он говорит: церковь мою и врата ада не одолеют ее. Хочу сказать, церковь, которая создается не на этих переменах, которые Бог нас меняет, а просто на наших человеческих в чем-то. Эту церковь легко врата ада одолевает. Одним щелчком. Но церковь, которая создается на переменах, когда мы следуем за Господом, как Петр, врата ада не одолеют. Следующий стих, 19. «И дам тебе ключи от Царства Небесного». Когда мы получаем ключи от Царства Небесного? Когда мы следуем за Господом, когда мы меняемся внутри, аминь, становимся святыми, сильными, мудрыми в Иисусе Христе. Вот эти перемены приходят. Мы получаем власть. Скажи, власть. Чем больше мы меняемся, чем больше Господь дает нам власть в духовном мире. И мы говорим: Господь, и ангелы поднимаются. Потому что мы говорим как власть имеющая. Ты понимаешь? И не важно, домохозяйка ты, бабушка ты, дедушка или молодой человек. Это вообще не имеет никакого значения. Значение имеет только одно. Ты следуешь за Господом, и ты получил эти перемены. На сем камне, скажи, на сем камне. Какой камень сегодня у тебя внутри? Какие перемены пришли? Вот на этом камне Господь создает церковь и дает власть. Написано, что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. То есть по-другому ты говоришь: Господи, спаси эту землю. И поднимаются ангелы, поднимается Царство Божие и начинает сражаться с этой тьмой. Аминь. Потому что был дан приказ. И армия поднимается. Аллилуйя, и начинает сражаться. И ты стоишь и молишься. Знаете,
Бывшие сатанисты, которые покаялись, они пришли к Господу. Есть сегодня Господь из сатанистов спас. Это знаете, кто такие сатанисты? Которые посвятили себя даже с детства служению дьяволу. Они все говорят, наша задача была всегда воевать с церковью. Они говорили, что есть церкви, общины, они все плотские, у них грехи тайные, они все слабые. Мы туда приходили, она никакой власти не имела, эта церковь, просто вот видимо создавала. Он говорит, были церкви и были верующие, которые были посвящены Богу. Это были для нас самые страшные люди. Он говорит, что был один пожилой человек, когда он становился дома на колени и начинал молиться в духовном мире, как у нас в царстве тьмы, он говорит, начиналось землетрясение. И пока он не переставал молиться, это землетрясение все рушило. И он говорит, все, что мы могли, это просто в парализованном состоянии находиться и ждать, пока он закончит молиться. Мы теряли всякий контроль над людьми, над городами. Мы ждали просто, когда он закончит молиться, а он продолжает молиться. И все наши дела рушатся. И люди освобождаются, исцеляются. И говорит, что только мы не делали, какие только искушения ему не давали, он оставался верен Господу. Знаете, как важно нам ходить на собрание? Я посвидетельствую, вот я с 94-го года верующий, сколько уже, 20, сколько лет? 27 лет. По пальцам можно посчитать, когда я пропустил воскресное собрание, 27 лет. Я помню, один раз я был в Москве, я учился в библейской школе, я заболел. И у меня поднялась температура. У меня начался озноб, воскресенье. Я утром прям проснулся в ознобе, лежу, кто знает, что такое, заболел. На улице снег. В Москве доехать до церкви это 2 часа. Это большой город. До метро идешь, потом едешь, потом с метро. Я говорю, Господи, я не могу сегодня пойти на собрание. И мне стали говорить другие, не ходи на собрание, ты сейчас видишь, что у тебя осложнение будет. Ну так же, ты вообще сляжешь. Лечись, лежи, все, здесь помолись. И знаете, а я стал просить, мнение Бога хочу услышать. Я говорю, Дух Святой, я не иду на собрание, как ты на это смотришь? И начал молиться. Знаете, мне Господь сказал, иди на собрание. Но я стал понимать, что Дух Святой начал огорчаться. Но Он не сказал мне иди. Но знаете, есть вещи, Бог не говорит. Мы сами должны это понимать. Знаете, вот в семье, между мужем и женой, есть моменты, когда муж это никогда не скажет жене, она должна сама до этого додуматься, если она мудрая жена. Какие-то вещи. Точно так же и муж. Жена ему может какие-то вещи не говорит, она не скажет, купи мне цветы на день рождения или на 8 марта. Он как-то должен сам додуматься. Понимаете? Есть вещи, когда мы не говорим. И вот знаете, Дух Святой я стал понимать, что он огорчается, он хочет, чтобы я пошел на собрание. Я встал, я говорю, Господи, ну если ты хочешь, я пошел. Умру так, умру. Помните, когда Фома говорит, пойдем умрем с ним. Помните, когда Иисус говорит, иду в Галилею, в Иудею, там тебя ищут побить камнями. Он говорит, иду. Он говорит, пойдем умрем с ним. Я вот так пошел. Иду, у меня колотит, я в метро еду, у меня все температура, я в таком слабость, такое состояние. Я как-то дополз до церкви, дополз. Пришел в собрание, сижу. Идет проповедь, я сижу, слушаю, молюсь там, поклонение, как могу поклонять. К концу собрания раз и смотрю, я полностью исцелен. Я даже не понял, когда. Вообще, никакой температуры, полностью исцелен. Я смотрю, думаю, вот это да. Скажи, следуй за мной. Я сделаю тебя. Я сделаю тебя. Когда мы следуем за Господом? Если бы остался там, мне пришлось бы неделю лежать. То вечером меня пригласили на молодежное служение. Никто меня там вообще не знал. И пригласили на молодежное служение. Я понял, что мне надо туда идти, я пришел туда.
Ну и меня вообще там восприняли, я вообще молодо выгляжу. Где 30 лет дают. Хотя мне 48 исполнилось. И я стал общаться там. Знаете, там молодежь, смотрю, она такая, там, танец живота, давайте станцуем. Там мы это, все такие крутые, я на них смотрю, думаю, вот что. И я начал говорить, общаться, я начал проповедовать. Короче, Дух Божий сошел на это молодежное собрание. Все свои пупки попрятали сразу. Климат изменился. Я стал молиться за людей, они стали исцеляться. Бог стал касаться. Такие перемены приходили. Знаете, слава Божья сошла. Собрание затянулось до 12 ночи. Мы настолько исполнились Святого Духа, в такой радости находились. Мы вышли вниз. Я помню, в Москве вышли вниз. И они говорят, Рафаэль, как хорошо, что мы вот с тобой. Бог так меня исцелил, так коснулся, я такое переживаю сейчас. Все такие пьяные в духе просто, вот просто пьяные в духе. Мы стоим, люди на нас проходят, смотрят, ну, молодежь отдыхает. Реально все такие вот горят, все такие вот, как будто человек бывает такой, выпили такие, вот, знаете. И мы там что-то говорим, общаемся, в такой свободе, раскованные, счастливые. Аллилуйя, там не знаю, что делать от счастья. Аллилуйя. И в таком состоянии еще меня стали благословлять материально. И сказали, там, Рафаэль, любое время приезжай к нам, там это то, там новые знакомства. Я прихожу в таком благословении вечером в эту семинарию. И там брат на меня смотрит, Бог меня исцелил, благословил, помазал, я счастлив. Как хорошо, что я пошел на собрание. Скажи, следуй за мной. И я сделаю тебя. Скажи, сделаю тебя. Аллилуйя. У Бога нету любимчиков. Бог всех нас любит. Надо стоять за землю. Давайте скажем аминь. Аминь. Я скажу, христианская жизнь в духе – это самая интересная жизнь, которая только может быть на этой земле. Плотская христианская жизнь – самая несчастная жизнь, которая есть на этой земле. Потому что когда ты по плоти живешь, ты с мира ничего не можешь получить. И с неба не получаешь. Ты завис между небом и землей. Такие христиане ходят в таком состоянии. И он говорит, Иисус любит тебя. Он подходит и говорит своему другу, Иисус любит тебя, неверующему другу. Он говорит, а что ты такой? Да у меня проблемы. Он смотрит на него, ты верующий? Да, ну я... Смотри, ты раньше другим даже радостный какой-то был, какой-то ты стал серый такой, злой какой-то. Это злые христиане, они ни с неба ничего не получают, и с мира ничего не получают. Конечно, злые. Вы видели злых христиан? Пусть Бог тебя благословит. Ты думаешь, это проклятие или благословение? Воздаст Да, есть такие, что угрожают. Коснись только, Бог тебя накажет. Боже мой. Аллилуйя. Итак, мы сегодня готовимся к вечере Господней. И наш пост подходит к концу. Давайте мы возьмем еще несколько мест Писания. Кто-то понял сюда что-то? Скажи, Господь, делай меня. Скажи громко, Господь, делай меня. Делай меня новым человеком. Я буду следовать за тобой. Я доверяю тебе, Господь. Аминь. И мы сейчас переходим к вечере. Хорошо, еще о церкви хочу сказать. Ефесянам 1 глава, 23 стих. Здесь написано, давайте 22 стих возьмем. 22 стих. 11 выше. И все покорил под ноги его, то есть под ноги Христа. И поставил его, то есть Христа, выше всего. То есть Христос сегодня, Он выше, что? Всего. В духовном мире, в галактике, во Вселенной, на Земле. Он выше всего.
Хочу вам одну вещь сказать. Какой сегодня год? 21. 2021 год. А сегодня в году какой день? Месяц и день? 29 марта. 20 какой? 9. 28 марта. От Рождества Христова. То есть весь мир считает время летоисчисления, опираясь на рождение Христа. Я часто говорю, ты веришь в Иисуса? Он говорит, я не верю в Иисуса. Я говорю, когда у тебя день рождения? Он говорит, такое число. Я говорю, а ну с чем связано это число? Как с чем? Ну, у тебя летоисчисление с чем связано? На что оно тебе показывает? Если назад пойти, ты к чему приходишь? К Иисусу Христу. А как ты в Него не веришь? Значит, ты где-то в воздухе сегодня. Сегодня летоисчисление, то есть ты каждый день, весь мир живет по графику этому. Сегодня каждый день, когда говорят сегодня число любое, они говорят о Христе. Аминь. Ты понимаешь или нет? В новостях везде, во всех странах, говорят, сегодня воскресенье, сегодня понедельник. Это все говорит о чем? На кого показывает? На Христа. Потому что Он поставлен выше всего. Даже верят, люди не верят, но они все под этим календарем. Кто аллилуйя скажет? Аллилуйя! Он превыше всего. Все дела, все планируется, все делается, и все связано со Христом. Аминь. Аллилуйя. Я говорю, так ты веришь в Христа? И он не знает, что мне сказать. Если сегодня ты веришь, то есть реальность 28 марта такая же реальность Христа. Если нету Христа, нету 28 марта. Сегодня не 28 марта. Давайте придумаем свое летоисчисление. Но оно никому не нужно будет. И никакой власти оно не будет иметь. Давайте скажем аминь. Итак, смотрите. Он превыше всего. Скажи, превыше всего. И он глава церкви. То есть он поднялся выше всего. Его ученики остались на земле, церковь. Но он подтягивает на эту высоту нас. В это величие он поднимает кого? Нас. А почему? А он влюбился в тебя. Он просто в тебя влюблен. Ты слышишь меня или нет? А когда любят, там уже не смотрят там ни на что. Не важно все, что было в прошлом. Не важно вообще ничего. Когда любят, все не важно. Скажи аминь. Аминь. И он просто вводит нас на эту высоту. Скажи, Господь поднял нас на высоту, потому что я Его церковь. Аминь. Вот куда ведет Он нас. Написано, которое есть тело Его. Скажи, тело Его. И дальше написано, полнота, наполняющая все во всем. Что это, о чем здесь говорится? Смотрите, он поднялся на высоту, и потом он поднимает свою церковь. Вы помните, как это в Евангелии были? Его ученики все соблазнились, перестали верить. Петр отрекся, Иуда повесился. Помните? Они говорили, а мы думали, что это тот, кто, о ком говорит пророки. Они все уже перестали верить. Петр говорит, пойдем ловить рыбу. Они говорят, и мы с тобой. Теща говорит, Петр, ты забыл? Может быть, молчала, не знаю. Ну, они пошли ловить рыбу. Но он поднялся на высоту, и он пришел обратно, чтобы их всех обратно поднять на высоту. И он стоит на берегу.
Они всю ночь ловили и ничего не поймали. Знаете, человек, когда всю ночь ловит и ничего не ловит, он чувствует себя неудачником. Уставший, голодный. Еще написано ногой. Весь соленый. Хотя это пресная вода Галилейского озера. Ну да, рыбой пахнет, тиной там. Неудачники всю ночь ловили, ничего не поймали. И к утру уже такие все разочарованные, голодные, пустые. И Иисус стоит на берегу и говорит: дети, есть у вас пища? Они говорят: нету. Он говорит: закиньте и поймайте. Они закидывают сеть, эта сеть моментально наполняется рыбой. И Иоанн говорит: это учитель. И Петр написано, Петр, который клятвенно от него отрекся, он прыгает с этой лодки и плывет к своему Господу. Аллилуйя! Он оставляет рыбу. Он мечтал в эту ночь поймать рыбу. Ничего не было. Тут полная сеть рыбы. За одну секунду. Но когда он увидел Господа, который воскрес, и он пришел, чтобы поднять на высоту свою церковь, которую он возлюбил. И Петр поплыл к нему. Иисус ему говорит: любишь ли ты меня? Петр, любишь ли ты меня? Как тебя зовут, сестра? Людмила, любишь ли ты меня? Аллилуйя! Кто-то говорит: Господи, да, я отрекся от тебя. Да. Господь, это все не важно. Любишь ли ты меня? Вот что важно. Я пришел, чтобы поднять вас на высоту. Скажи: Господь пришел, чтобы поднять нас на высоту. Аминь. И дальше. Который есть тело Его, Он делает нас церковью. То есть Он соединяет нас. Скажи: соединяет. В другом месте написано, мы сейчас не будем открывать, уже нету времени. Написано, что по отдельности мы члены просто, но вместе мы тело. То есть, когда мы не ходим в собрания, когда мы, то есть, отделяемся от церкви, при этом мы говорим, что мы хотим быть со Христом, это глупо. Потому что если ты не в теле, ты не со Христом. Если ты сегодня говоришь негатив про церковь, поносишь церковь, ты поносишь Христа. Ты слышишь меня или нет? Да, церковь может быть несовершенна. Кто-то говорит: в церкви нету любви. Да, может быть, еще нету той любви. Но Господь работает над этим. И у Него получится. Кто-то говорит: церковь несовершенна. Господь работает над этим. Говорит: это моя невеста, я разберусь. Аминь. Я буду поднимать ее. Аллилуйя. Знаете, Петр ногой, это прообраз. Это был прообраз. Помните, Адам, когда согрешил, какой он, что он увидел? А? Слава Божия его оставила. Он был ногой. И Адам бежал от лица Господа. Помните? Ногой бежал от лица Господа. Мы видим здесь ровно обратно. Петр ногой, но что он сделал? Он поплыл к Иисусу. Аллилуйя! Аллилуйя! Он говорит: я не хочу быть таким. Я не хочу, как Адам. Я хочу пойти опять в славу Божью. Это мой учитель. Аминь. И Господь поднял его. Послушайте, когда мы следуем за Господом, Он поднимает нас. И написано, мы когда вместе, Его церковь, вместе, и мы следуем за Господом. Написано, мы Его церковь, мы становимся полнотой, скажи полнотой. То есть что-то с неба изливается на нас. Вот сегодня в этом собрании небо что-то изливает на нас. Чтобы мы
чем-то были наполнены. Наполнены Его святостью, силой, благословениями. То, чего у нас никогда не было и не было бы никогда. Сегодня Бог изливает это. Аминь. Потому что Он поднимает нас, и Он делает, чтобы мы стали полнотой. Скажи, полнотой. Полнотой благословения, полнотой радости. Он наполняет нас полнотой силы. Он наполняет полнотой мудрости, полнотой материальных благословений. Он наполняет нас полнотой, всякой полнотой. Здоровья. Он наполняет нас всякой полнотой. Для Него только одно важно, чтобы мы Его любили. Давайте скажем аминь. И дальше написано, и когда мы становимся полнотой, написано, наполняющая, скажи, наполняющая. Все во всем. Мы тогда, как церковь, когда становимся полнотой, начинаем наполнять наш город. Все во всем. От нас начинает изливаться, от полноты нашей, того благословения, силы, помазания, начинает литься. А если мы не наполнены, что мы можем наполнить? Ты подходишь и говоришь, брат, дай мне на обед покушать. У меня нету денег покушать. А он говорит, да у меня тоже нету денег покушать. У него тоже нету, что он может дать? Он сам хочет покушать, ищет, кто бы ему дал. Если у тебя нету, что ты можешь дать? Аминь. Мы можем дать, когда у нас полнота. Давайте скажем аминь. Аллилуйя, Иисус. Давайте воздадим Ему славу. Вот наше призвание. Вот где ясно говорится о том, как церковь движется. Аллилуйя. О, кому это нравится? Мне это нравится. Спасибо тебе, Господь. Итак, мы сейчас переходим к вечере Господней. И когда мы будем сегодня принимать вечерю, я буду молиться за исцеление, за освобождение. Господь работает с нами. Скажи, Господь работает с нами. И в Его работе Он меняет нас. Он хочет нас исцелять. Он хочет менять наше мышление. Он хочет исцелять нас, делать сильными, мудрыми. То есть у Него есть работа с каждым из нас. Скажи, у Бога есть планы на меня? Чтобы меня менять. И давайте мы сейчас откроем место Писания о вечере Господней. 1 Коринфянам, 11 глава. (23 стих). Апостол Павел пишет, или Дух Святой через апостола Павла пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть, что происходило во время вечери, это перед распятием. Сам апостола Павла там не было. Но сам Господь в деталях ему открыл все это. Потому что это очень важно. И он говорит, я от самого Господа это принял. То есть он в деталях увидел это вечеря. Как оно было. И он говорит, я вам это передаю, что мне Бог показал. Что в эту ночь, скажи, в эту ночь, когда все должно было совершиться, в которую предан был, то есть Иисуса, что предал кто? Его ученик. Я хочу сказать, предать может тот, кому ты доверяешь. Если ты кому-то не доверяешь, он не может тебя предать. Он не знает ничего вообще, что предать. Но предательство — это один из самых мерзких грехов. И Иуда доверял, Иисус доверял Иуде. И в эту ночь, это ночь вечери любви, он был предан. И Библия говорит, Иисус взял и стал умывать ноги своим ученикам и оттирать полотенцем. Это делали рабы. Петр возмутился и сказал, Господи, что ты делаешь?
Не умоешь моих ног вовек. Господь говорит, не надо умыть. Господь, Петр говорит, не умоешь. Он возревновал за своего учителя. Такую низкую работу ты делаешь. Иисус ему говорит, если я не умою, не имеешь счастья со мной. И Петр испугался, говорит, Господи, не только ноги, голову, все омой. Я только хочу быть с тобой. И Иисус также подошел к Иуде в эту ночь. И он омыл ему ноги. И до этого момента Иисус говорил Иуде, горе тому, кем я буду предан. Лучше тебе не родиться. Лучше тебе утопиться, если я буду тобой предан. Он останавливал Иуду. Скажи, останавливал Иуду. Он давал шанс ему покаяться. Но Иуда прошел в своем упорстве и беззаконии все преграды, которые Бог ставил. И он умыл ноги, это был последний шанс для Иуды. Когда он стал умывать ноги тому, о котором весь Израиль говорил. То есть на то время имя Христа оно было величаемо. Он в эту ночь, то есть он уже зашел в Израиль, помните, на молодом осленке, и все кричали «Осанна!». Весь Иерусалим пришел в движение. Это было в точности исполнение пророчества. То есть по пророчеству Мессия должен был на вот этом осленке войти в Иерусалим. И все евреи знали Писание, и когда они увидели это, они говорили, вот Мессия. Вот это исполнение, о чем мы читали в Писаниях. Вот о чем говорили пророки. И написано, фарисеи, они говорят, весь мир идет за ним, мы ничего не успеваем. Этот величайший человек, этот величайшая личность, о которой все говорили, склонилась перед предателем и стала умывать его грязные ноги. Господь показал свою любовь ему и дал последний шанс покаяться. Но он не покаялся. И потом, когда он умыл ноги, он сел и говорит, истинно говорю вам, одним из вас я буду предан. И он припал к груди, когда Петр сделал ему знак рукой и говорит, Господи, кто тебя предаст? И он, кому я обмакну кусок хлеба и подам тот? И он обмакает и подает Иуде. И говорит ему, что делаешь? То есть он уже его не останавливает. Послушайте, есть у нас время для покаяния. Если мы не каемся, вот потом это время заканчивается, и уже Господь Иуду не останавливает. И что он ему говорит? Что делаешь? Делай быстрее. И написано, с этим куском в него вошел сатана. Вы понимаете? Над Иудой совершился Божий суд. Можете представить, Иисус дал ему кусок, и с этим куском, когда он взял этот кусок, то есть Иисус сказал, кому я дам, тот меня предаст. И он дает Иуде, Иуда принимает этот кусок. То есть он говорит, да, я предатель, и в него входит. То есть что мог Иуда сказать? Господи, за этот кусок я каюсь, я не хочу тебя предавать. Но он принял это. Написано, вошел в него сатана, и он убежал, вышел. Написано, никто ничего не понял. Кто-то подумал, он пошел дать денег бедным. Но никто не понял, что это он предатель. Почему они не поняли, как вы думаете? Почему никто из учеников, когда вот она явно? Убить могли. Почему никто не понял? Потому что ни у кого даже мысли не было, что Иуда может быть предателем. Потому что внешне Иуда был такой посвященный. Знаете, что Иуда вообще это имя испортил? Кто из вас назовет своего сына Иудой? До этого Иуда это не было нарекательное имя.
Это было хорошее имя. Но кто сегодня Иудой назовет своего сына? А? Я в христианстве ни одного еще не знаю, что кто-то назвал. Это нарекательное имя. Сегодня даже в миру говорят Иуда. Так или не так? И он говорит, что делаешь? Делай быстрее. В эту ночь он был предан, близким человеком. Взял хлеб. Скажи, взял хлеб. Давайте мы возьмем сейчас хлеб. Следующий стих. 24. И благословив, преломил и сказал: примите, идите сие тело мое, за вас ломимое. О чем вообще это говорится? Вообще, до этого Иисус сказал Петру, что сей сатана просил вас сеять как пшеницу. Помните? То есть сатана просил сеять вас как пшеницу. Кто видел, как пшеница растет? Поле пшеничное. Вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть ты смотришь на поле пшеничное, вот куда ветер дует, все колоски туда, потом сюда. И ты смотришь, как будто бы все такое единое поле. Да? Но каждый колосок независимо от другого растет. И там никакого единства нет. Они вместе, да, но они все независимые от друг друга. Понимаете или нет? И вот сегодня вот это ложное единство. Но что Господь сделал? Он взял что? Хлеб. А как делается хлеб? Это берется все, срывается, те независимые колоски. Потом они зубилом перемалывались. Потом они разводились водой. Потом нагревал это все. И делался хлеб. И уже он соединялся. И он становился единый. Скажи аминь. И вот написано, он взял хлеб, скажи хлеб. И он разломил его, он этим самым говорит, это мое тело, то есть это мое тело, то есть вы. И я отдаю себя, чтобы вы стали едиными. Вы не заметили, что в церкви мы становимся ближе друг к другу, чем даже к родным родственникам? Это действие Святого Духа. Многие говорят, у меня родные сестры, братья неверующие. Но, говорит, для меня в церкви они ближе стали люди, чем мои родные братья и сестры. Это говорит о том, что ты в теле. Что то, что Иисус взял, ты там находился. И он говорит, и он этот хлеб что сделал? Благословил. Скажи, благословил. Когда мы в теле, мы что? Благословение. Аминь. Вечеря говорит о единстве. Это самое важное. Иисус смотрит на нас только как видит. Как только мы выходим из церкви, из тела, мы уже вне тела, мы уже без Христа. Мы можем верить во Христа, молиться, что-то говорить, но мы уже вне Христа. Фактически. Можем сами себя обмануть. Скажи, взял хлеб, преломил. И говорит, это тело мое за вас ломимо. Сей творите в мое воспоминание. То есть, самое главное, чтобы мы были едины. Давайте скажем аминь. Аминь. Мы были семьей. Что это означает? Мы должны заботиться друг о друге. Если ты видишь кого-то в нужде, Божья любовь в том, что посети. Ты должен знать, потому что вот кто в семье, они знают все проблемы, которые в семье есть. Аминь. Вот все проблемы, которые есть в церкви, если это церковь твоя семья, ты должен их знать. Вот какие есть проблемы в церкви, ты должен знать. И должен думать, если ты в этой семье, потому что каждый, кто в семье, он думает, как решить эти проблемы, чтобы нам жилось лучше. Аминь. То есть нам жилось лучше. То есть, когда мы в теле, она для нас является церковью семья. Для нас это важно. Важно, чтобы... То есть, что говорит пастор? Знаете, я вам хочу сказать, касаясь пастора. Библия говорит, что Бог ставит пастора главою. И пастырь, он ведет
церковь, как Бог хочет. Я хочу вам сказать, что любое разделение, оно начинается с бунта против пастора, с недовольства пастора. Библия говорит, что мы почитали пасторов наших. Вы читали по Писанию? Но Библия не говорит почитать пасторов, когда мы видим пасторов. Мы говорим: Бог, приветствуем тебя, пастор. Почитать пасторов не тогда, когда мы видим, а когда мы в других местах, мы тоже должны почитать пасторов. Когда кто-то тебе говорит: а ты знаешь про нашего пастора? Что-то. В этот момент ты должен что сделать? Проявить почтение к пастору и сказать: я повышение помазанника не принимаю. Аллилуйя. Потому что я почитаю пастора. Я скажу вам больше, братья и сестры. Есть прямая связь, то, что ты получаешь от Бога, как ты относишься к пастору. Есть прямая связь. Потому что помазание, оно стекает от пастора на церковь. И, знаете, вот я пастор. И у нас в церкви, если кто-то начинает бунтовать, за мои глаза, я даже не знал. Знаете, один раз я молюсь, верный лидер в церкви, посвященный, я так, такой человек, я молюсь, и мне Господь говорит в субботу: этот человек потерял достоинство, прямо сейчас пойди домой и скажи, что ты снимаешься со всех служений. И ты больше не видел этой общины. Она потеряла достоинство. Я не знал, что она за глазами поносила и так дальше. Но когда она меня видела, она говорит: пастор, это... Я думаю: вау, какой человек верный в церкви. А за глазами поносила. Бог все это видел. И когда вот такие люди подходят, говорят: пастор, помолись, ты молишься, потому что ты брат, ты же не знаешь, что ты брат там говорит и так дальше. Ты молишься, а на него благодать не сходит. Потому что Бог все видит. Аминь. Когда ты почитаешь своего пастора, Бог тоже это что? Видит. И когда пастор на тебя возлагает руки, истекает помазание. Потому что ты в теле. Скажи: я в теле. Послушайте, в теле есть Божий порядок. В семье есть Божий порядок. В семье глава, жене кто? Муж. В семье дети должны быть послушны родителям. Это Божий порядок. Если он нарушается, никакое помазание не будет стекать в эту семью. Я скажу, эта семья обречена просто. Сколько мы не молились, там не просили, если Божий порядок нарушен, ничего стекать не будет вообще. Ты слышишь или нет? Жены, когда вы что-то делаете, просите благословения у вашего мужа. Подходите к вашему мужу, говорите: ты Божий помазанник, благослови меня. Даже если твой муж неверующий, проси у него благословения. Дай ему почувствовать, что он твой господин. Это очень важно. Это Божий порядок. И в Божьем порядке приходит благословение. Давайте скажем аминь. Если кто-то хочет жениться, выйти замуж, я всегда говорю этой сестре, я говорю: ты хочешь выйти замуж за этого человека? Да. Я говорю: послушай, а он будет теперь твоим командиром. Ты должна принять не просто как мужа, который будет тебя обеспечивать, который будет тебя любить, который будет командовать. Потому что написано: повинуйтесь. Скажи: повинуйтесь. Это сестры, скажите: повинуйтесь. Повиноваться это термин в армии. Когда есть команда, если ты не повинуешься, понимаешь, ты хочешь, не хочешь, ты должен повиноваться. Если ты не повинуешься, ты по трибуналу идешь. Понимаешь? Кто хочет под Божий трибунал? Жены. Кто такой: жалко, моей жены нету. Это записывается? Это записывается. Если твоей жены нету, возьми запись, дай, скажи: хорошая проповедь была. В церкви есть Божий порядок. Нельзя его никак обойти. Поэтому всегда проси благословения твоего пастора. Всегда подходи: пастор, благослови. Знаете, вообще порядочные христиане даже идут отдыхать, подходят, говорят: пастор, благослови меня на отдых. Аминь. Если ты хочешь с кем-то общаться, я имею в виду молодежь, подойди, скажи: пастор, благослови меня. Никогда нельзя так делать, что ты общаешься. Подойди, скажи: пастор, я хочу с этим человеком общаться. Благослови меня. Бывает так, что пастор говорит: я в духе не вижу, что тебе надо с ним общаться. У меня был такой случай, одна сестра, она говорит: пастор, я хочу выйти за этого человека замуж.
Я говорю, у меня в духе вообще нету, чтобы ты выходила замуж за этого человека. Она говорит, пастор, а этот человек с другой церкви был. Ты потому что я туда уйду, в эту церковь, поэтому, я говорю, вообще не поэтому, у меня вообще в духе нету. И она говорит, все равно я выйду за него замуж, и дальше она ушла, вышла замуж, обиделась. Я даже на свадьбу не пошел, мне внутри было плохо. Я понимал, что там будет проблема. И там Бога нету в этом вообще. Я внутри это знал. У меня было внутреннее свидетельство. Мне было неудобно в разуме, что я даже на свадьбу не пошел. Она в церкви выросла. Она была один из лидеров церкви. Но внутри, в духе была такая пустота. Я понимал, там тьма. Я просто внутри возмутился. Я говорю, я не пойду туда вообще на эту свадьбу. Она без меня пришла, эта свадьба. Потом она вышла замуж. Через год она узнала, что он наркоманит. Она прожила, промучилась с ним много лет. В итоге он дал ей под зад. И она вылетела. Вся жизнь ее прошла в этих мучениях. Много лет она. И она вернулась в церковь. Она говорит, пастор, почему я тебя не послушалась? Вся моя жизнь, все уже. Мне уже столько лет. То есть детей нету, ничего нету. За все, что я сделал для меня, он мне под зад дал. Я вылетела, просто ушла. Все полностью разрушено. Она говорит, почему я тебя не послушалась? Почему я тебя не послушалась, а теперь плачу такую цену? Вы знаете, очень важно быть в Божьем порядке, братья и сестры. Часто Бог говорит через пастора, то, что Он поставил его. И надо почитать пастора, братья и сестры. Если мы не будем почитать пастора как Божьего помазанника, никогда единства в этой церкви не будет. Помните, сюда, за кого вы меня почитаете? Многие его почитали просто за сына плотника. И он не мог, когда он молился, никакое помазание на них не сходило. Помните, он никого не мог исцелить. Сам Христос никого не мог исцелить, потому что они на него смотрели как на кого? На сына плотника. Какой пророк, какой мессия, ты, вот твои сестры, братья среди нас, кто ты вообще? Вообще никто. Иди ему табуретку сделай. Скамейку сделай. Сын плотника просто. И ему не мог сделать такое чудо. Как ты сегодня смотришь на пастора? Дух Святой нам показывает, как на Божьего помазанника. Скажи, Божий помазанник. И я скажу, надо даже подходишь, не нужно говорить, Алексей. Какой тебе он, Алексей? Ты хочешь иметь благословение от Алексея? Ничего ты получишь от Алексея просто. Надо говорить пастор. А еще лучше говорить помазанник. Вы слышите меня или нет? Надо говорить помазанник Божий. Кто из вас пастор и говорит, ты помазанник Божий? Никто? Никто вообще. Знаете, когда ко мне подходит и говорит, ты помазанник, все духовные дары активизируются сразу. Знаете, когда ко мне подходят и говорят, там Рафаэль, там, знаете, это все как-то раз и уходит. Но это духовные законы, понимаете? Как мы видим, так и получаем. Поэтому Иисус говорит, это тело мое, скажи, церковь, тело Господа. Полнота, наполняющая все во всем. Там Божий порядок. И там исцеление все. Следующий стих. 25. Также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть Новый Завет моей крови. Сие творите только тогда, когда будете пить мое воспоминание. Он взял кровь, чашу, и говорит, теперь это моя кровь. Когда мы в единстве, мы имеем доступ до крови. Как только ты выходишь из тела, ты поносишь тело, ты перестаешь ходить на собрание, ты теряешь свое место в церкви и на небе. Ты теряешь доступ до крови Господа. А знаете, что это означает? Когда мы имеем доступ до крови. Библия говорит, мы побеждаем дьявола чем? Кровью Иисуса Христа. То есть, как только ты теряешь доступ до церкви, ты теряешь доступ до крови. Все.
Вот почему дьявол хочет выдернуть тебя из церкви. Вот почему дьявол хочет, чтобы ты стал поносить церковь, чтобы ты был недоволен церковью. Ты слышишь меня или нет? Чтобы ты потерял доступ до крови. А потом ты можешь провозглашать кровь Христа, а ничего не происходит. Потому что кровь не действует. И он говорит, это есть кровь моя. Скажи, кровь. Это кровь Господа, которая нас очищает. Библия говорит, кто ходит во свете, тот имеет общение, скажи общение. И кровь Иисуса Христа что? Омывает нас постоянно. И мы находимся в святости. Аминь. Аллилуйя. Скажи, я хожу во свете. Я имею общение. Меня кровь омывает. Воздай Богу славу. Я думаю, мы подготовились к вечере. Аминь. Аминь. Мы рассуждаем сейчас о теле Господнем. Может быть, кто-то сейчас кается, говорит, Господи, прости меня. Это очень хорошо. Очень важно вовремя покаяться. Иуда не успел вовремя покаяться. И закончил на веревке. Написано, он из вечери бежал. Бежал куда? К своим серебряникам. К богатству. Он построил планы счастливой жизни. Но закончил где? На веревке. Проклятый. И вся его семья, весь дом, весь род был проклят вместе с ним. Написано, да будет двор его пуст. Это очень сильное проклятие. Не только на него, на всю семью. Знаете, мы ответственны за свой род. Мы сегодня здесь, мы стоим не только за себя, за свой род стоим. За своих детей стоим. От нас что-то на детей переходит. Или благословение, или проклятие. То, в чем мы находимся. Если мы не горим, если мы не служим, если мы не идем за Господом, мы это передаем своим детям. Если мы горим, если мы посвящены, мы это тоже передаем своим детям. Я хочу сказать, сегодня моя вся семья в церкви, она вся служит. Моя семья едет на посты вместе со мной, все в служении. Моя старшая дочь сейчас в помолвке, будущий зять, он сейчас лидер молодежного служения в церкви. В прошлом году на 21 день он был со мной в посте. Он первый раз постился 21 день. Он прошел этот пост. И он говорит, я вообще новый человек теперь. Аминь. Знаете, для меня важно, чтобы я что-то передал моей семье, моим детям. Что-то передал. Моему сыну 11 лет. Я его везу в школу, и что-то мы говорим с ним. И я ему говорю, там, ну вот это будущее. Он говорит, я же буду пастором. Когда у нас пасторское собрание города, и я говорю, я иду на пасторскую встречу, все пастора в городе собираются, он говорит, папа, я с тобой иду. Я говорю, ну там детей нельзя. Он говорит, я же будущий пастор. Я не просто ребенок. И я его иногда беру с собой, когда мы в сауну идем на пасторское собрание. И он среди пасторов сидит, он все пастора его знают в городе. Он служит, он разносит еду, он все делает. Он служит всем пасторам, его все пастора так любят. И знаете, это не я ему это не говорил. Это Дух Святой работает с ним. Что-то от меня переходит. Аминь. Аллилуйя. Библия говорит, ваши дети будут пророчествовать, когда я изолью Духа Святого. Кто хочет, чтобы свой ребенок пророчествовал? Аллилуйя. Ты примешь его пророчество? А? Да. Тебе хватит смирения? Чтобы принять пророчество. Потому что пророчество иногда обличает. Господь говорит, ты согрешил вот здесь и вот здесь. Знаете, иногда мой ребенок меня обличает. И он говорит какие-то вещи, которые меня обличают. Я ему говорю, да, я принимаю твое обличение. Ну что сейчас через тебя говорит Бог. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы сейчас готовимся принимать вечерю. Братья, пожалуйста, выйдите, помогите мне. Возьмите там. Это можно убрать кафедру.
Я сегодня предлагаю, братья и сестры, мы 3 дня постились. Я предлагаю сегодня обновить завет с Богом. Знаете, мы бываем где-то неверны в завете. У нас заветные отношения с Богом, и мы бываем где-то неверны Ему. И вот в благодати у нас есть возможность, когда мы осознаем где-то неверность в нашем завете, мы понимаем, что вот так неправильно мы это делали, мы можем обновить завет. Что это означает? Это принять решение: Господи, я хочу по-другому жить. Я хочу следовать за Тобой. Хочу посвящать Тебя Тебе. Я готов на жертву. Кто был на служениях, я говорил о жертве, что любовь невозможна без проявления жертвы. Аминь. Настоящая любовь, она всегда, там жертва всегда есть. Фактор жертвы всегда есть. И Господь ожидает от нас определенную жертву. И давайте обновим сегодня завет, церковь. Давайте мы встанем на наши ноги. Прославление, я прошу, выйдите. Возьмите псалом. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за сегодняшнее собрание. Мы благодарны Тебе, что Ты взял нас с этого мира, с этой тьмы, Боже. Ты исчез нас с этой скалы, Боже, и Ты ввел нас в Царство Твое. Ты сделал нас частью Твоей церкви. Ты сам вознесся на высоту и нас поднимаешь на высоту, потому что мы тело Твое. Скажи, мы тело Твое, Господи. И мы сегодня каемся, Господь. Где Ты обличал нас, прости нас сегодня. Мы каемся во имя Иисуса. Мы просим, прости нас, где мы жили по плоти, где мы гневались, раздражались, где мы не бодрствовали, не молились. Мы каемся, Боже. Боже, мы каемся, когда мы не постились, Господь. Прости нас, Господь, когда мы увлекались чем-то в этом мире, какой-то похотью, какими-то делами, Господь, какие-то терни просто. Они заглушали в нас Твой потенциал. Прости нас, Боже. И Ты говоришь сегодня, что Ты любишь нас. И Ты призываешь, как Ты Петра призывал, Ты говоришь, любишь ли Ты меня? И Петр ногой, он не от Тебя, он к Тебе поплыл. Аллилуйя! Если бы он поплыл от Тебя, он утонул бы просто в этом море. Но он поплыл к своему спасению, Спасителю. И мы сегодня говорим, Господь, мы любим Тебя. Скажи это Иисусу сейчас, громко. Пусть с неба услышит. Подними руки и скажи, Иисус, я люблю Тебя. Мы любим Тебя, Иисус. И сегодня, Боже, мы хотим обновить завет с Тобою. Перед тем, как мы будем прикасаться к этой святыне, к вечере Твоей, Боже, который показывает за Твои страдания, за Голгофский крест. Это цена за наше благословение, за нашу жизнь. Боже, прости нас за всякий гнев, раздражение, за все ссоры, распри, разногласия в наших семьях. Прости нас, Боже! Прости, Боже! Когда мы не прощали, когда мы с кем-то воевали, когда наша гордость вела нас в противостояние, прости, где мы не смирялись, прости, Боже! Омой нас Твоей кровью, очисти и благослови нас двигаться в Духе Святом, следовать за Тобою, Господь, посвящать себя Тебе. Благослови нас, Отец, во имя Иисуса. Меняться, Господь, освящаться. И в этих переменах Ты строишь церковь. Аллилуйя! Мы сегодня поднимаем этот хлеб. Давайте прострем наши руки сюда. Отец Небесный, мы перед небом поднимаем сегодня этот хлеб. Пред престолом благодати. И мы говорим, что этот хлеб есть тело Твое, Господи, за нас
Аллилуйя! Господь Иисус, мы сегодня вспоминаем о Твоих страданиях. Мы сегодня ожидаем, доколе Ты придешь. Мы будем вспоминать это, Боже, и понимать, откуда все у нас есть. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за это чудесное время, что Ты сделал нас частью церкви. Скажи, я часть тела. Я в теле, Господь. Это Твоя заслуга. Вся слава Тебе, Господь. Я принимаю сегодня это ломимое тело. Я скажу Тебе, Ты сегодня будешь исцеляться. Написано, кто недостойно принимает, он будет болеть и умирать. Кто достойно принимает, он будет исцеляться. Он будет исцеляться. Он будет исцеляться сегодня. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава, слава, слава. Слава, слава, слава Божья. Спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Помолись. Цена крови. Аллилуйя, Господь. Мы приносим также перед Тобой этот сок. Мы провозглашаем, что это кровь Твоя, которая пролилась за нас, и посредством которой мы очистились, Господи. Посредством которой мы получили спасение. Твоя драгоценная кровь, Господи. Мы провозглашаем, что мы будем ее принимать, и мы будем исцеляться. Как написано, что кто ест и пьет достойно, благословлен будет. Аллилуйя, Господи. Мы освящаем это. Мы вспоминаем о Тебе, что Ты сделал для нас. И мы принимаем этот хлеб и это вино с благодарностью о Тебе. И весь Божий народ сказал: Аминь. И, может быть, это у вас так не принимают, но давайте сегодня сделаем немножко по-другому. Вы с этого края будете выходить. Мы с пастором будем благословлять вас. И потом вы будете подходить, брать хлеб. Это уже не хлеб, это уже тело Господа. Это уже не вино, не сок, это уже кровь Иисуса. И мы будем возлагать на вас руки, благословлять будем вас. И потом вы будете подходить и брать. И когда вы берете, вы говорите, это есть тело Твое, это есть кровь Твоя. И будете принимать это. И потом будете идти на ваши места. Аминь. Прославление можете взять псалом о крови, о жертве, о страданиях. Можно или можно. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя. Можно с последних рядов идти сюда, с этой стороны. В порядке. Аллилуйя, Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. По очереди подходите. Господь, мы благословляем Твоих детей. Благословляем Твоих детей. Благословляем Благословляем приобщиться. Благословляем приобщиться. Искупление Твоего. Ты есть тело. Ты есть сердце. День свети. Благословляем, Ты есть тело. Из какого Благословляем, Боже. Благодарим. Что сюда поднимается. Твой Боже. Твой помогай. искупление Твоего. Благословляем. Помни этот день свети. Во имя Иисуса. Из какого склони. Боже, Ты есть церковь. Он за нас на крест пошел. Все страдания, грех, болезни. Он за нас на крест пошел. Непорочный агнец Божий. Он за нас на крест пошел. Вся страдания, грех, болезни. Он за нас на крест пошел. Непорочный агнец Божий. Непорочный агнец Божий.
пролитой ими. Помни, как он всех любил, как любовь свою дарил. Он за нас на крест пошел, вся страдания, грех, болезни. Он за нас на крест пошел, непорочный агнец Божий. Он за нас на крест пошел, вся страдания, грех, болезни. Он за нас на крест пошел, непорочный агнец Божий. Непорочный